И я благодарен нашему президенту, то, что на нас сделали ставку. Мы там сражались до последнего и готовы были стоять насмерть, и стояли насмерть. И многие там сейчас стоят насмерть. И эти люди, они не предадут здесь. Ведь когда даже началась мобилизация, многие побежали. Это разве правильно? В Казахстан куда-то, в Киргизию. Потом эти люди придут. Причем бежали это люди, те, кто себя здесь в грудь бил и говорил то, что он патриот. Ну, самый главный мой наставник — это наш Илдархан. И, конечно, ему безмерно благодарен. Это тот человек, за которым я иду, за которым буду идти. Я благодаря этому человеку я попал на родину, обратно вернулся, не ушел куда-то там на федеральный уровень. Я ему очень за это благодарен. Я готов развиваться, выполнять все поручения, задачи, отвечать на все вызовы. Буду стараться не подводить нашего Илдархана. Очень большой фронт работы на самом деле. Я не думал, что будет очень большой акцент и очень много подводных камней именно здесь, на гражданском поприще, а не в зоне боевых действий. Очень много ответвлений, над чем предстоит работать в будущем. Уже есть план, уже есть наработки. Я уже начинаю потихо делать первые шаги. Но тут нужно понимать, что результат именно этого министерства, он стратегический. Это 20, 30, 40 лет только вперед, когда уже плоды расцветут и появятся уже определенные люди. Но это та работа, которая будет определять будущее нашей республики, будущее нашей многонациональной страны. И от этого тоже получаю драйв, то, что я сейчас могу вносить изменения. Я бы предложил элементарно вернуться просто своему поколению, почитать учебник истории, вернуться в истоки своей крови. Рекомендую все-таки проснуться и понимать то, что сейчас идет, я не побоюсь этого слова, война. И в этой войне определяется наше будущее. Если мы где-то не включимся сейчас, то потом мы будем иметь печальные последствия.